На сегодняшний день я бы хотел представить информацию о ситуации и принимаемых мерах по профилактике коронавирусной инфекции по состоянию на 12 августа. На 12 августа 2021 года в мире зарегистрировано 205 миллионов 458 тысяч 743 случая инфицирования коронавирусной инфекцией. В 184 миллионах 435 тысячах 526 случаях наступило выздоровление. К сожалению, наступило 4 миллиона 336 669 случаев летальных исходов по всему миру. В Кыргызской республике по состоянию на 11 августа 2021 года зарегистрировано 170 тысяч 353 случаев. Выздоровлений 160 тысяч 51. И, к сожалению, погибли 2420 человек. За сутки зарегистрировано 382 новых случая. За весь период в городе Бишкек количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции и пневмонии составило 77 696 человек. Из них лабораторно подтвержденные составили 60 359 человек и в 17 337 случаях подтвержденные клинико-эпидемиологически. В городе Бишкек с 1 января 2021 года количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции и пневмонии составило 50 804. Из них 45 416 лабораторно подтвержденные и 5 388 подтвержденные клинико-эпидемиологически. За истекшие сутки зарегистрировано 201 случай коронавирусной инфекции и пневмонии, 171 новый случай, лабораторно подтвержденный случай и 30 подтвержденные клинико-эпидемиологически. Умерших за сутки составили 4 человека. Центр семейной медицины. Медицинские работники ЦСМ города Бишкека продолжают наблюдение за состоянием здоровья лиц, находящихся на домашнем карантине. С 1 января 2021 года ЦСМ города Бишкек взято на домашний карантин 43 317 человек. Из них снято с наблюдения в связи с окончанием срока карантина 38 008 человек. По состоянию на 12 августа 2021 года находится под наблюдением 9114 человек. Из них 3805 человек с положительным результатом ПЦР-исследования и бессимптомным и легким течением заболевания. 5309 человек находятся на домашнем карантине. Из числа находящихся на домашнем карантине контактные составили 3642 человека, прибывшие из других регионов и из других стран 497, выписанные из стационаров после выздоровления от ковид составили 1226 человек. Всего состояли на учете 3051 семейных очагов, снято с учета 2728, состоят на учете 303, в том числе взяты на учет за последние сутки 16 очагов. Мобильные бригады. Хотелось бы отметить также, что у нас в городе работают мобильные бригады в составе 30 мобильных бригад, которые осуществляют выезд по обращениям граждан на горячую линию 118. Мобильные бригады располагаются в АЦСМ города Бишкек и выезжают по оформлению заявки непосредственно к больному. Хотелось бы отметить, что мобильные бригады работают только с легкими случаями и случаями средней тяжести. Если у вас возникают какие-то тяжелые случаи, то это прямое направление для обращения в экстренную службу города Бишкек и страны. За период работы с 1 января 2021 года по 11 августа 2021 года мобильными бригадами осуществлено 73 077 выездов. За 2020 год эта цифра составляла 55 967. За последние сутки 520. У 79 886 пациентов взяты мазки на ПЦР-исследование. За 2020 год эта цифра составляла 55 330. За последние сутки 471 и направлено на госпитализацию 1691 человек, в том числе за последние сутки 8. Хотелось бы отметить, что также у нас функционирует в городе Бишкек колл-центр 118, который обслуживает не только Бишкек, это по всей стране колл-центр расположен, и который обслуживает население страны по коронавирусной инфекции. Колл-центр 118 начал свою работу
При инициативе администрации президента, мэрии города Бишкек, Министерства здравоохранения и организаций по развитию. Это фонд Сороса, швейцарский проект реформы в образовании и программа развития Организации Объединенных Наций, а также при тесном сотрудничестве с ОАО «Кыргызтелеком». Колл-центр начал свою функциональную деятельность в прошлом году, 6 апреля 2020 года, и на тот момент обслужил 200 тысяч обращений за период с апреля по август. Колл-центр доказал свою эффективность, так как снял часть нагрузки с первичного звена здравоохранения и оказывал содействие нуждающимся людям. На сегодняшний день колл-центр перезапущен снова усилиями программы Организации Объединенных Наций и фонда Сорос Кыргызстан. И на сегодняшний день колл-центр обслужил уже 67 337 обращений, из них в городе Бишкек 54 316 обращений. Отправлено заявок на мобильные бригады 9159 заявок, из них в Бишкеке 8644. Больше всего у нас было заявок отмечено в Ленинском районе, так как Ленинский район – это наиболее густонаселенный район и район, который занимает самую большую площадь среди всех районов города Бишкек. В целом ситуация идет к снижению по нашим наблюдениям, потому что если у нас были до 3500 обращений в начальном периоде, то сейчас уже регистрируется не более 1000 обращений в сутки. Колл-центр предоставляет следующую информацию населению. Это первое – обращение, консультация. Второе – это направление мобильных бригад для постановки ПЦР-теста и последующей первичной консультации. Третье – колл-центр предоставляет информацию по вакцинации, по пунктам вакцинации, где они расположены и в какое время можно обратиться в пункты вакцинации. Кроме того, колл-центр 118 также предоставляет информацию о результатах вашего ПЦР-тестирования, которое было произведено первичным звеном здравоохранения. Далее информацию также предоставляет по жалобам. Если у горожан или у населения возникают какие-либо жалобы в отношении работы поликлиник, либо больниц, то, конечно же, эти жалобы тоже обрабатываются соответствующим образом и направляются непосредственно в городское управление здравоохранения и Министерство здравоохранения. В результате анализа обращений нами было выявлено, что наиболее часто инфицируются люди в молодом возрасте. Это период с 20 лет до 40-50 лет. То есть наиболее активный возраст, который свидетельствует о том, что эта категория граждан пренебрегает, скорее всего, мерами безопасности и ведет активный образ жизни, вследствие чего передача инфекции происходит намного быстрее. По симптоматике мы определили, что кашель отмечается у 7566 обращений, потеря обоняния и вкуса отметили 3997, температура 38 отметили 3531 человек и боли в грудной клетке отметили 3600 человек. Соответственно, подавляющее большинство обращающихся граждан отмечали у себя кашель. Горячая линия продолжит свое функционирование до конца августа в рамках финансирования программы Организации Объединенных Наций, после чего проект будет, конечно же, дальше реализовываться Министерством здравоохранения. Хотелось бы отметить, что данный колл-центр функционирует по всей стране. Такие же колл-центры развернуты и в областных центрах. Это во всех областных центрах. Это и в городе Каракол, в городе Талас, в Чуйской области, в городе Ош, Джалабад и Баткен. То есть граждане, которые имеют какие-либо симптомы, могут обращаться прямо на горячую линию, где получат первичную консультацию.
В Центре экстренной медицины города Бишкек на суточное дежурство с 11 по 12 августа выходило 35 бригад, всего 39 автомашин. Обратились 443 человека, выполнено 385 выездов, даны консультации по телефону 175 человек, госпитализировано 105 человек, в том числе COVID-19 25 человек. Хотелось бы обратить внимание, что при экстренных ситуациях, которые возникают у людей в случае тяжелого течения, высокой температуры, и состояние, требующее экстренной помощи, хотелось бы подчеркнуть, чтобы граждане обращались на линию экстренной медицинской помощи, линию 103. Данная служба работает также круглосуточно, так же как и колл-центр 118, поэтому все заявки экстренные должны быть направляться в службу 103. Заявки, которые терпят и пациент может потерпеть, то есть в этом случае граждане должны обращаться на линию 118, где вам окажут всю необходимую помощь. По поводу госпитализации больных с диагнозом COVID-19 и пневмонией стационара города Бишкек хотелось бы отметить следующее, что на сегодня в достаточном количестве присутствуют койко-места, то есть опыт прошлого года показал, что нужно готовиться к развитию новых волн коронавирусной инфекции, в соответствии с чем правительство Кыргызской республики заблаговременно начало готовиться к такому развитию сценария и, соответственно, построены корпуса госпиталей, которые на данный момент выдерживают всю эту нагрузку, которую по обращениям граждан с коронавирусной инфекцией в медицинские учреждения. На сегодняшний день я бы хотел остановиться более подробно по наличию койко-мест, которые также предоставляются в службе 118. Значит, в республиканской клинической больнице на сегодняшний день имеется 187 свободных коек при наличии 470 коек. В Национальном хирургическом центре имеется 15 коек, свободно 5. В Национальном хирургическом центре общего профиля имеется 35 коек, свободно 22. В Национальном госпитале имеется 110 коек, свободно 85. Национальный госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны имеется 140 коек, свободно 57. Национальный госпиталь урологический центр имеется 140, свободно 0. РЦН имеется 60 свободных коек, на сегодняшний день 0. Национальный центр онкологии и гематологии 40 мест, из них свободно 28. Национальный центр кардиологии и терапии 60 центров, из них 60 мест, из них свободно 17. Городская клиническая больница номер 1 имеется 141 койка, из них свободно 89. Роддом номер 2 имеется 60 коек и свободно 54. Национальный центр фтизиатрии. При наличии 38 коек свободными являются 10. Национальный центр КГМА это при количестве 100, а свободно 33. НЦОМИД 90 и свободно 30. То есть всего общий коечный фонд составляет 1499 мест, из них 617 мест свободно. То есть граждане, которые нуждаются в госпитализации, могут свободно обращаться в эти учреждения, где получат всю необходимую консультацию и лечение. Хотелось бы также отметить, что необходимо соблюдать масочный режим и меры дистанцирования, а также гигиену рук. То есть это 3 простых правила, которые должен выполнять каждый гражданин Кыргызской республики для того, чтобы избежать инфицирования коронавирусной инфекцией. Следует также отметить, что ни одна система здравоохранения не может справиться с наплывом коронавирусной инфекции, больных коронавирусной инфекцией, и нужно просто в какой-то мере помогать государству, именно соблюдая эти простые 3 правила. Поэтому настоятельно хотелось бы обратиться к гражданам, чтобы соблюдали все меры безопасности, потому что, несмотря на то, что спад инфекции идет, тем не менее нельзя недооценивать развитие сценария, который может повысить уровень заболеваемости именно в осенний период. Мы очень надеемся, что этого не произойдет, но даже если он произойдет, то, скорее всего, это будет мягкий сценарий, потому что
все-таки мы начали кампанию по вакцинации. Здесь я бы хотел остановиться еще более подробно и сказать о том, что на сегодняшний день в Кыргызской республике присутствует 3 вида вакцин. Это китайского производства Sinopharm, это российское производство Sputnik V и германско-шведского производства это AstraZeneca. То есть эти данные вакцины распределены по всей территории Кыргызской республики, и граждане, которые хотят пройти вакцинацию, могут обратиться в любой ЦСМ города Бишкек или любой ОЦСМ областного центра. На сегодняшний день хотелось бы отметить, что задействовано у нас 19 ЦСМ и 7 филиалов. Городская поликлиника студентов, спортивно-реабилитационный центр, поликлиника ЖД и спецполиклиника, 8 частных медцентров, 3 общеобразовательных организации. Это университет Баласагына, Бишкекский медицинский колледж и технический университет имени Разакова, 19 врачебных амбулаторий в жилмассивах. Жилмассив Бакай-Ата, жилмассив Калыс-Ордо, Мурас-Ордо, Арча-Бешик, 1-2, Акордо, Алато, Касым, Учкун, Акбата, Акбосого, Кирпичный, Келичек, Дордой, Акорго, 1-2, улица Ай, улица Ашар, жилмассив Дженгиш, жилмассив Караджигач, Энисай. Кроме того, для удобства наших граждан созданы пункты вакцинации в торговых центрах. Это на сегодняшний день у нас задействовано 8 торговых центров. Это Азия Молл, Космопарк, ВЭФА-центр, Бишкек-парк, Детский мир, ГУМ, торговый центр Ташрабад и Эльдорадо. Один парк задействован, это парк здоровья, а также на площади расположен прививочный пункт, это возле памятника Курманжан Датки. Один ЦОН Ленинского района по улице Молодой гвардии 4 и один СКП в аэропорту Манас. То есть граждане, желающие получить вакцину, могут обратиться во все эти пункты, но наиболее удобным, конечно же, остается это поликлиники, то есть там вы можете получить весь спектр услуг, начиная от вакцинации, заканчивая консультацией и последующим наблюдением. В пунктах вакцинации, временных пунктах вакцинации, граждане могут получить также весь спектр услуг за исключением наблюдения, потому что наблюдение все-таки оно должно производиться поликлиникой. То есть наблюдать вас будут некоторое время, 15-20 минут для исключения реакции немедленного типа. 19 марта 2021 года Республиканским центром иммунопрофилактики выделено городу Бишкек на двукратную вакцинацию 32 тысячи доз Sinopharm. Хотелось бы сейчас остановить именно по поступлению вакцин в город, в Кыргызскую республику. И 23 апреля 2021 года городу Бишкек выделено 13 600 доз вакцины Гам-Ковид-Вак, то есть это Sputnik V. В июне 2021 года выделено на двукратную вакцину 50 тысяч доз второй партии вакцины Гам-Ковид-Вак. 11 июля 2021 года прибыл 1 250 000 доз вакцины Sinopharm. На сегодняшний день вакцины Sinopharm и AstraZeneca входят в список рекомендованных вакцин для использования в чрезвычайных ситуациях Всемирной организации здравоохранения. То есть вакцины прошли полный цикл клинических исследований и на сегодняшний день доказали свою безопасность. Поэтому люди, которые все еще думают и прививаться или нет, хотелось бы уверить в том, что вакцина на сегодняшний день является наиболее эффективным методом борьбы с заболеваниями. То есть ярким примером и доказательством этого служат вакцины, которые были использованы человечеством против оспы, столбняка, дифтерии, полиомиелита и других инфекций. То есть эти вакцины доказали свою эффективность, и человечество побороло такие инфекции, как оспа и полиомиелит. То есть вакцины, они очень нужны и необходимы для сохранения здоровья человечества. Поэтому бояться вакцин, конечно же, никак не нужно, потому что
все исследования говорят о том, что вакцинация – это единственный способ предостеречь себя от развития тяжелых последствий заболевания. В данном случае при ковиде хотелось бы отметить то, что здесь нет никаких чипов, ничего нету, вы не будете никак чипированы. Просто здесь находится старый добрый метод инактивирования, векторной доставки вакцин. То есть это те способы, которые вводятся ослабленные и, скажем так, связанные по рукам и ногам вирусные агенты, которые просто имитируют заболевание для того, чтобы у вас выработались так называемые клетки памяти. Если инфекция знакома для организма, то организм начнет самостоятельно и быстро вырабатывать антитела, которые помогут вам бороться в будущем с этим заболеванием. Если вы вспомните, 100 лет назад, около 100 лет назад было также развитие испанки, вируса гриппа, который унес очень много жизней. Поэтому человечество на тот момент, конечно же, не знало, что это такое, но старалось предотвратить его. После чего человечество привыкло к этому заболеванию, и сегодня мы спокойно переносим вирус гриппа и с минимальными осложнениями. С коронавирусной инфекцией развитие идет точно по такому же сценарию, то есть человечеству нужно научиться распознавать этот вирус. И если в нашем организме будут присутствовать клетки памяти и антитела, то есть, соответственно, иммунный ответ будет запущен намного быстрее. Поэтому вакцины – это всего лишь препараты, которые подстегивают ваш иммунный ответ, которые подбрасывают иммунную систему для того, чтобы вы были готовы в определенный период встретиться и принять все защитные механизмы своего организма для борьбы с коронавирусной инфекцией. Поэтому бояться здесь нечего, нужно вакцинироваться. По состоянию вакцинированных. По состоянию на 12 августа 2021 года у нас привито первой дозой 73 920 человек, второй дозой привито 50 851 человек. Из привитых первой дозой 73 920 человек медработники составляют 55 498 человек. 2846 составляют преподаватели школ города Бишкек, 2054 служащие силовых структур, 4954 государственных служащих, 41 602 граждане из других категорий. Лица старше 60 лет 15 407 человек и 1559 человек с хроническими заболеваниями. Из привитых второй дозой 50 581 человек медработники составляют 4072 человека, 379 прочих сотрудников здравоохранения, 1804 преподаватели школ города Бишкек, 874 служащие силовых структур, 2993 государственные служащие, 26 053 граждане из других категорий, лица старше 60 лет, 13 540 человек, 1513 лиц с хроническими заболеваниями. За 11 августа 2021 года вакцинировано 2023 человека, в том числе одной дозой 708 и второй дозой 1315 человек. В данном контексте хотелось бы отметить то, что на сегодняшний день Кыргызская республика демонстрирует пока неудовлетворительные темпы развития вакцинации среди населения и составляют всего около 1,5–3%. Это данные по Всемирной организации здравоохранения. Если обратить внимание на процентовку, которая присутствует в странах с более развитой экономикой, то можно заметить, что в этих странах порядка 60% граждан уже прошли вакцинацию 2 дозами, и присутствует очень хорошая тенденция к вакцинации. То есть те граждане, государство, включающее все механизмы для вакцинирования и пытающиеся сохранить свое население в странах с более развитой экономикой, демонстрируют очень хорошие результаты. К сожалению, на постсоветском пространстве мы не можем похвастаться такими темпами, потому что Кыргызская республика, как и соседние страны, как и Казахстан, и Узбекистан, и Россия, демонстрируют очень низкие показатели. Поэтому нужно стремиться к повышенному охвату вакцинации, так как мы всегда
стремимся повысить наше общество и применить лучшие практики ведущих стран мира. Поэтому, глядя и оборачиваясь на те же Соединенные Штаты Америки и на страны Запада, то мы можем, глядя на то, какими темпами идет у них вакцинация, конечно же, мы должны стремиться именно к такому большому охвату. Я очень надеюсь, что наше население сможет перебороть свои предрассудки и недопонимания и начнет вакцинироваться, потому что это на данный момент является единственным способом уберечь себя от тяжелых последствий коронавирусной инфекции. Коронавирусная инфекция представляет собой на сегодняшний день именно такую угрозу, которая угрожает в первую очередь пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями. Поэтому такими как сахарный диабет, гипертоническая болезнь и другие хронические процессы. То есть лица, которые имеют наличие все эти процессы, должны в первую очередь вакцинироваться для того, чтобы познакомить свой организм и свою иммунную систему с этим инородным агентом. Поэтому я очень прошу граждан не бояться, не переживать ни за какие последствия. Конечно же, могут быть некоторые последствия в виде некоторого повышения температуры тела, провоцирования кашля, либо общего недомогания. Но вы должны понимать, что это все нормальные процессы, которые протекают при введении инородного агента в организм. То есть это говорит в первую очередь о том, что ваша иммунная система включила свою ответную реакцию. Поэтому на этом я хотел бы завершить свое выступление и призвать всех граждан Кыргызской Республики соблюдать 3 простых правила. Это гигиена рук, это социальное дистанцирование, не посещать никакие места массового скопления, потому что мы, кыргызы, любим посещать такие места. Сейчас нужно отказаться от этой практики. И, конечно же, главное – это ношение масок в общественных местах. Не нужно носить маски на открытых пространствах, таких как горы, леса, речки. Маски следует носить именно в закрытых помещениях, где концентрация вируса увеличивается многократно. Это первое. Второе – вакцинация. И третье – мы все должны помочь государству в борьбе с коронавирусной инфекцией тем, что мы будем соблюдать эти простые правила, и таким образом нам удастся сохранить свою систему здравоохранения для того, чтобы она более мягко пережила этот удар. На этом всем спасибо, желаю вам всем здоровья и благополучия.